ездили туда. А сейчас приезжают ко мне родственники. Попрощаться со мной на старости лет, увидеть. Вот. Я взял фотокамеру, покажи, Валерий. Нет, это после Сталинграда. Это вот после ранения в Сталинграде. Второй раз. Первый раз после Сталинграда в Саратов езжал. Это в городе Польша. Там у меня есть. Она привязала меня к столу, в Саратове лежал после Сталинграда. Говорит, Берег Баев, сейчас врачи придет, в то время офицеров не носили погоны, много отрезать от вас. Трое офицеров пришли, руку моют, готовить к операции. Подошли, а я им начал говорить, доктор, я не дам отрезать ног. Доктор не дам, как попугай повторил все. И вдруг он говорит, у вас гангрена. Я так представление имею, заражение крови гангрены. У вас гангрена, умрете. Я лучше умру, чем ходить без ноги, 17 лет с половиной было, чем ходить без ноги, лучше умру от гангрены, чем без ноги. Вот. И врачи мне поругал, говорит, сестре, говорит, отправьте перевязочный пункт. Перевязочный пункт отправили, промыли и опять на старое место. Вот. Дней 10 лежал в Саратове, а потом мне говорят, все время врачи повторяли, надо отрезать ногу, без ноги, вы будете жить. А так гангрен умрет от гангрены. Не дал согласия, вот поражен ведь 97 лет уже. И второй раз был ранен под Варшавой. Судьба. От Сталинграда я газеты взял, посмотри, столица фашистской Германии, где в Гитлере было убежище. Я второй раз попал туда. Русские, значит, через Польшу освобождал город Варшава. У меня награда есть за Варшаву, так? Вот. И войну закончил на этой деревне. Встретился с американцем, я черный, а они, оказывается, еще чернее, одни негры. Вот. Так что американцем встретился. Мы друг друга не понимаем, только на пальце показывают, они дали гвардейский значок, наш гвардейский значок, советский очень красивый значок. Вот, мы даем, они нам наливают спирт, спиртной напиток. Прошел 4 года от войны, ни разу в рот не брал. Отец мне сказал, сынок, не пей, не кури. Я выдержал, и по сегодняшний день не курю и не пью. Поэтому и живу. Так что всю войну от Сталинграда до Великой Германии, вот, 2 раза ранен,